ищущий, он всегда найдет. Мы должны развиваться. Этот осколок остался у них в сердце навсегда, у каждого. Он где-то там застрял. Находить счастье здесь и сейчас. Вообще не нужно ждать, что счастье где-то оно придет, что где-то что-то случится. Мне очень жалко, когда люди теряют зря свое время. То есть нужно ценить время. У каждого человека, на мой взгляд, есть какая-то миссия. И что-то хорошее после себя оставить. Инга, ваша биография начинается с очень раннего старта в поэзии. Помните свои первые строки? Ой, конечно, это было очень давно. И, конечно же, я помню, что это было за стихотворение. Было оно посвящено моему деду. Но сейчас это вспомнить будет почти невозможно, потому что на первую строчку помню, и дальше уже вспоминать и смысла, я даже думаю, нету. Писать я начала где-то в 3 классе. Началось это с того момента, когда я уже начала понимать прочитанное и уже начала уже свои мысли как-то фиксировать на листке. И вот эта страсть, вот что-то вот записать, что-то зафиксировать, вот эта страсть, вот с тех пор по сей день она во мне присутствует, она меня постоянно сопровождает, и вот поэтому вот какие-то такие результаты получились. Вы называете себя эстетом на вашей странице в одной из соцсетей. Вот что для вас означает вот это понятие? Эстет – это вкус красивому, это желание красивого, это понимание красивого, это понимание изящного. И для меня все, что связано с красотой, с изяществом, с умением красиво все делать, это, конечно же, эстетика. Вы пишете стихи на 2 языках, русском и чеченском. В чем для вас заключается разница по ощущениям, в подходе, когда вы пишете на одном или другом языке? Ну, например, когда говорится о каких-то национальных вещах, о родине, об истории нашей, о нашей культуре, конечно же, здесь нужен свой родной язык. Допустим, даже не обязательно, когда я что-то пишу, допустим, даже когда я перевожу. Например, возьмем такого поэта, как Аптиби Султанов. Он такой народный. Я всегда говорю, что в его произведениях язык, он как стержень. И когда его стихи переносят на другой язык, как будто этот стержень ломается, и вся конструкция рушится. То есть это такой, его творчество и язык, это такой симбиоз неразделимый абсолютно. То же самое я могу сказать про творчество Лечи Абдуллаева, потому что это тоже вот эта игра слов, аллитерация, некоторые вот эти художественные трюки, к которым они прибегают, их абсолютно в переводческой деятельности, в переводе их невозможно бывает практически перенести. Поэтому такую лирику, такие там воспоминания или еще что-то можно спокойно передать русским языком. Хорошо, Инга. Фаиза, вот вы работаете в разных жанрах. Когда вы садитесь за стол, как вы решаете, будет ли это стихотворение, рассказ или публицистическая статья? Ну, все зависит от идеи. Потому что статья, конечно, это уже отдельное направление. Там факты, в первую очередь, без эмоций. Вы знаете, да, журналист, он должен быть таким, в какой-то мере, документалистом, да? Все должно быть четко, ясно. А вот в поэзии там свои формы, там в прозе то же самое. То есть это зависит от идеи, что я хочу сказать, что хочу донести до читателя, прежде всего. Но я знаю, о чем я буду говорить сразу, я знаю, будет это статья или проза, потому что у меня есть цель, есть тема, есть идея. Какие темы или идеи, по вашему мнению, лучше выражаются в прозе, какие в поэзии, а какие в публицистике? Все зависит от самого автора. Может быть, ему что-то хорошо удается в поэзии, что-то в прозе, он сам решает. А вообще оценивает читатель. То есть зависит от таланта автора. У кого-то, может быть, что-то хорошо получается в поэзии передать, у кого-то в прозе. По-разному. У вас? Мне сложно судить, я ставлю это для читателей. На суд читателя. Да. Вы даете кому-нибудь прочитать вот ваши работы перед публикацией?
Ну, имеется в виду кому-то из Да, близких. конечно, кого мы только не мучаем, да, Инга? У нас это часто. И чаще всего у нас дефицит тех, кто хочет читать первые работы. Но у меня мои первые читатели всегда были это мама, брат, сестра, потому что брат, он как бы старший брат, он мог четко сразу все сказать прямо, как говорится, в лицо. Это как японская хоку, там еще что-то, тут не нравится. А мама более корректно могла где-то сказать. Ну, она очень много читает, читала, поэтому сестра точно так же. То есть мои первые читатели, это, конечно, моя семья, мои близкие люди. Но сейчас, со временем, когда ты уже становишься взрослее, ты уже надеешься на самого себя, уже перечитываешь и потом уже отдаешь редакцию, и там уже, то есть не так часто мучаешь своих родных. Стали более уверены в себе. Да, можно сказать так. Хорошо. Давайте мы перейдем к игре, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас ответ. 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что вы выберете? Право на ошибку, может быть. Право на ошибку. Да. И 50 на 50, 50 Да. на 50. И первый вопрос звучит так. Как называется первая комедия в чеченской литературе? «Молодая жена старого мужа», «Красная крепость», «В родной аул», «Золотое озеро». Нам, конечно, нравится Золотое озеро, Красная крепость, Родной аул Родной тоже аул, нам нравится. конечно, нам тоже. Но это Комедийно, конечно же, звучит «Молодая жена молодая старого жена мужа». старого мужа. В 20-е годы в чеченской драматургии зарождается жанр комедии. Его зачинателем стал Иса Эльдерханов с первой комедией «Молодая жена старого мужа». Другие важные произведения того периода: «Красная крепость», первая героика революционной драмы, «Золотое озеро». В пьесе Саид Бадуев в первом чеченской литературе обратился к теме рабочего класса. Повесть Арби Мамакаева «В родной аул» — первое произведение, где центральной стала интернациональная тема. Второй вопрос. Что символизирует красный цвет на чеченском флаге? Чистоту веры, отвагу и мужество, стремление к миру, пережитые трагедии. Нет, красный цвет – это всегда цвет активности, созидания, на мой взгляд. Всегда он был, не только на мой взгляд. Чистоту веры, скорее всего, символизирует Зеленый цвет. белый и зеленый цвет, да. Красный – отвага и мужество, скорее всего. Да? Да, пусть будет отвага и мужество. Да. Цвета чеченского флага выбраны не случайно. Каждый из них имеет особое свое значение в геральдике. Красный означает отвагу и мужество чеченского народа. Абсолютно верный ответ. Зеленый, как вы сказали, символизирует верность исламским традициям, плодородие чеченских земель и возрождение. А белый олицетворяет стремление к миру и добрые помыслы. Третий вопрос. Какую святыню по форме воспроизводит люстра центрального купола мечети «Сердце Чечни»? Мединской святыни имени посланника Творца, досточтимой Каабы, Иерусалимской Аль-Аксы, Тадж-Махала. Я была там 2 раза. Обращала внимание на Обращала внимание, я пыталась все изучить, но сейчас я, честно, с трудом припоминаю, что это была Кааба, форма Каабы. Надеюсь, мне память не изменяет. Мечеть Сердца Чечни освещается 36 люстрами, их форма напоминает о 3 исламских святынях. 27 люстр повторяют форму Иерусалимской мечети, купол скалы. 8 люстр напоминают мечеть пророка в Медине. Самая большая люстра, расположенная под центральным куполом, выполнена в форме Каабы в Мекке. Абсолютно верный ответ. Так, надо пойти Альхамдулилlah. посмотреть. О, здесь Инга. Четвертый вопрос. Где установлен Какой бронзовый вопрос? бюст Абузара Айдамирова? В Болгарии, Турции, Латвии, Казахстане. Это же было совсем, точнее, 2-3 года назад. Помнишь? Или чуть раньше? Просто время немножко идет быстро. Это было в 2018, если В я не путаю. 2018, да, 2-3 года. Чё, Инга, как Он ты мо- думаешь, Он это может точно быть- не Турция? Он может быть установлен в любой стране. Да, он достоин этого, чтобы его бюст был установлен в любой стране, но тем не менее мы думаем, что это Вариант А. вариант А, да, Болгария. 30 ноября 2018 года в болгарском городе Плиска на территории культурно-исторического комплекса «Двор Кириллицы» состоялось торжественное открытие памятника чеченскому
Писателю Абузару Айдамирову. Абсолютно верный ответ. Монумент установлен на аллее, посвященной писателям всех народов, чьи произведения созданы с использованием кириллицы. Пятый вопрос. Горбаш в нарском эпосе – это дракон, людоед, горный дух, змея. Это точно не змея, не дракон и не горный дух. Скорее всего, людоед. Это чудовище, как такое человек-чудовище, потому что очень много. Вообще у нас главный герой Сёсксолс у нас. У других народов Сослан, там, Кавказских народов. Да, кавказских народов. В этом эпосе главный герой у нас Сёсксолс. Горбаш, он как-то, скажем так, не самый положительный, но в то же время очень интересный герой, и он людоед, скорее всего. Не скорее всего, а людоед. Горбаш – это мифологический людоед, чеченский аналог русской бабы-яги. Она обитает в лесных избушках, предлагает путникам ночлег, а затем убивает их ночью. Горбаш также обладает волшебным камнем, способным оживлять мертвых. Инга, что является главным вашим источником вдохновения? Главным источником вдохновения всегда и для всех, мне кажется, является жизнь, потому что жизнь подкидывает тебе ежедневно какие-то сюжеты, идеи для твоего творчества. Но просто ко всем этим событиям, ко всем этим вещам нужно не просто так на них поверхностно посмотреть, а вот вглядываться и всматриваться надо. И таким образом жизнь — это сплошные сюжеты. Ты можешь творить и творить без конца. А у вас есть вообще любимые поэты или писатели, Конечно же, у меня есть. Которые на вас сказали большое влияние? Очень большое. Я сейчас не стала бы говорить про влияние, потому что мне кажется, каждый автор, которого ты читаешь, он все-таки какое-то влияние на тебя оказывает. И говорить, что вот этот больше, вот этот меньше. Есть авторы, которых я очень люблю, например, Достоевский, Чехов. Если говорить о поэзии, это Борхес с его книгой «Золото тигров». Это Карен Джангиров, который писал прекрасные верлибры «Осенний волк». Это Юрий Левитанский, все его творчество. Ну и, конечно же, наши национальные классики Мухаммад Саал Агадаев, Аптиби Султанов, которые я считаю нашим классиком, и Лечи Абдулаев, и другие. Сейчас кого-то назвать, кого-то забыть, вот сейчас не хочется кого-то обидеть, но очень много авторов в процессе твоего становления какую-то частичку вкладывают. А вот сейчас в работе у вас есть какие-то новые поэтические сборники или переводы? Дело в том, что у меня сейчас в копилке новые переводы наших чеченских авторов, и они переведены на русский язык. Эти переводы были отправлены на международный конкурс. Мы забрали второе место на этом конкурсе. Сейчас в процессе редактуры у меня одна поэма Тасамбека Тукузова Албек Хаджи, которая вот до конца года должна выйти. И книжки для детей, которые я очень люблю творить для детей, потому что у нас очень мало произведений, и не мало произведений, а мало книг для нашего самого маленького читателя. Ну и свои стихи, свои переводы, сборник избранного, вот как раз-таки вот над этим тоже идет работа. Работы очень много, так что постепенно осиливаем ее. Желаем вам удачи. Фаиза, вы еще интересуетесь чеченской историей. Вот какие периоды или темы истории родного края вот вас особенно волнуют? На самом деле меня волнует практически все. А так, если говорить о периодах, то это Средневековье, самые вот ранние периоды, где мы как раз-таки у нас письменность, петроглифы, вот все, что связано с этим, с письменностью, с петроглифами, строительством. Чеченская башенная культура. Башенная культура, материальная, нематериальная культура. В общем, все мне интересно. Я на самом деле это все себя впитываю, читаю очень много, и мне кажется, если это не может быть неинтересно, если начнете читать, любой человек, я думаю, это затягивает, и как-то ты в каком-то особом другом мире
ощущаешь себя, и эти события, как видеоленты, картинка проходит перед глазами. Это мне всегда интересно, и я очень надеюсь, что в будущем у нас на самом деле очень богатая культура. Вообще у нас были прекрасные архитекторы, была развита медицина, и я это говорю, у нас даже были медики, скажем так, на современном языке, целители, знахари, которые проводили трепанацию черепа, лечили людей в самых сложных ситуациях, да, остеопат, ну сейчас это остеопатия называется, были такие тоже мастера, которые вправляли конечности, в общем, очень много всего у нас было интересного, к сожалению, каких-то таких источников, где можно было это еще углубленно изучать, мало, из-за того, что мы пережили 2 военные кампании, но тем не менее ищущий он всегда найдет. Вот эта историческая тема или вот информация, которую вы узнали потом, как-то находит отклик в ваших работах? Это влияет, и это находит отклик в моих других работах, как мастер ДПИ, ну, мастер ДПИ, которые создают истанги, это войлочное искусство, скажем так, войлочные ковры. Это вдохновляет меня на создание авторских орнаментов, то есть новый взгляд. То есть традиционное искусство, но и в то же время я уже как-то создаю свой взгляд. У меня на эти орнаменты, то есть свои авторские орнаменты создаются, и как-то они выражают, скажем так, состояние человека, состояние общества. То есть я пытаюсь это вложить в них. И традиционный орнамент. Да, традиционный орнамент, и больше интерпретации современной, и больше хочу развиваться как еще дизайнер, не только мастер ДПИ. То есть сохранять, конечно, но не копировать все время, создавать что-то новое, потому что мы должны развиваться. Любое ремесло, любая наука, как литература, любой вид деятельности, то есть невозможен без развития, без каких-то новых форм. И поэтому я ищу, можно сказать, новые формы в этом. То есть это отражается именно в этом. А в творчестве я попыталась отразить первую военную чеченскую кампанию, так как мои участники, то есть мы это все пережили. Я выдерживала определенный период, чтобы это не было эмоционально. И там, в общем, все основано на реальных событиях. Герои — это моя семья, сестра, брат и прочее. «Осколок» называется рассказ. Ну, все-таки он, конечно, немножко эмоциональный, но там о том, что люди, которые это пережили, этот осколок остался у них в сердце навсегда, у каждого. Он где-то там застрял. И там говорится, что в конце, что когда человек засыпает, иногда вот время от времени эти события начинают перед глазами двигаться, то есть все, та же картина появляется, и этот человек в ночи, в одиночестве, это все равно он переживает, вспоминает. То есть осколок дает о себе этот знать. осколок дает о себе знать все-таки на протяжении многих лет. То есть дети войны, они такие все-таки. И вместе с тем эти люди, которые это все пережили, они больше ценят все то, что у нас сейчас есть. В чем вообще идеология моих работ? Ну, не всегда, конечно, не удается. Находить счастье здесь и сейчас. Вообще не нужно ждать, что счастье где-то оно придет, что где-то что-то случится. Каждый день человек на самом деле счастлив. Вы можете видеть, вы можете ходить. Кто-то обделен этим, да, кто-то не может. Вот вы можете поехать куда-то, кто-то не может. Да, вот. Каждый день нужно радоваться мелочам, просто солнцу, дождю, запаху сирени. Там. Каждый день просто нужно быть, ценить каждый день. Не тратить его зря на сериалы, там, на игры PlayStation, когда-то был, сейчас Minecraft, как он называется, еще какие-то игры. Мне очень жалко, когда люди теряют зря свое время. То есть нужно ценить время, находить на какие-то полезные вещи, потому что мы перед Всевышним ответе за все, что мы зря потратили, мы должны на том свете, в праведном мире, скажем так, за это отвечать, поэтому нужно быть счастливым, ждать майматаж, трудиться, надеяться на лучшее и что-то хорошее после себя оставить
этому поколению, хотя бы для своей семьи, не брать масштаб, народный масштаб, хотя бы семье что-то от себя хорошее оставить, я говорю, не в финансовом плане, какие-то знания, там еще что-то. То есть у каждого человека, на мой взгляд, есть какая-то миссия. То есть что-то хорошее он должен от себя ставить. Оптимистично. Да, и должен, патриотично, я бы сказал. да, и должен быть, попытаться стать счастливым здесь и сейчас. Не ждать. Не ждите счастья, что оно где-то там. Оно здесь и сейчас, потому что каждый день что-то меняется. Каждый день он новый. Вот сегодня оно уже не вернется сегодня. Вот сегодняшний день он не вернется, и вы ничего не сможете исправить. Поэтому уже сейчас нужно ставить цель, расписывать свои задачи, в общем, и стремиться к своей мечте. Будем надеяться, что наши зрители все же прислушаются к этим советам. Продолжим нашу игру. 6-й вопрос. Какой жанр впервые ввел в чеченскую литературу Арби Мамакаев в поэме «В горах Чечни»? Скетч, романс, элегию, эпистолярный. Точно не скетч, точно не элегия и романс. Ну, элегия, она больше Греческий. Да, к этому стихотворному такому, короткому жанру. Греческий. Такой не чеченский жанр. В поэме «В горах Чечни» Арби Мамакаев впервые применил ряд новаторских подходов, обогативших поэтическое повествование. Введение эпистолярного жанра, использование новых форм стиха, обращение к эпиграфике и отрывкам из устной поэзии. 7-й вопрос. Что дарили дяди со стороны матери племяннику по достижении им совершеннолетия в старину? Оружие, папаху, черкеску, коня. Так. Ну, коня там должно быть. Нет, особо нет. По совершеннолетию он уже Йохкшан получается. Но тут еще говорится со стороны дяди, со стороны матери. А почему не оружие? Мы же любим всегда оружие. А чего мы Хороший из этого кинжал. всего не любим? Коня тоже Хорошие любим. кинжалы, шашки. Можешь воспользоваться подсказкой. Давайте. Я думаю, здесь сложно будет, если даже 50 на 50, потому что это как... Пусть будет право. Право на ошибку, давайте. Право на ошибку. И ваш ответ? Я хочу выбрать оружие. Инга, к какому ответу склоняешься ты? Я доверяю. А если он дядя, наверное, коня он должен был подарить, мне кажется. Я не Вообще знаю, мне логически почему-то нравится ответ коня. Д. коня мне Пусть тоже будет нравится. Д коня. Ответ Д. Таиза, прости меня. Коня мне тоже По нравится. достижении совершеннолетия в 15 лет племянник получал Вот. традиционные подарки. Верхового коня от дяди со стороны матери и оружие от дяди со стороны отца. Мгм. Зря потратили подсказку. Ну ничего. 8-й вопрос. Кто перевел на русский язык чеченские песни, которые записал Лев Толстой во время пребывания на Кавказе? Инга. Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Афанасий Фет, Александр Грибоедов. Нет, это был Фет. Все, да? Это окончательный Я ответ. думаю, это был Фет, да. Это абсолютно верный ответ. Чеченские песни, записанные Львом Толстым, со слов местных жителей, были переведены на русский язык поэтом Афанасием Фетом. Среагировала быстро. 9-й вопрос. Кто не занимал должность главы страны? Берса Шейх, Виса Тинаев, Бейбулат Таймиев, Шейх Мансур. Так, кто не занимал должность главы страны? Мехкда. Бершебе. Так, Бейбулат Таймиев не был, но он очень активно. Так, сейчас Шейх Мансур. Так, Висита. Но они все были активны в свое время. Виса Тинаев. А мягко, да. Совни Бершейх. Так, кто не занимал должность главы страны? Мехкда. Может, Бершейх. 50 на 50? Виса Тинаев, Бейбулат Таймиев, Шейх Мансур. Бейбулат Таймиев не мог он быть главой страны в тот момент, потому что активно вел борьбу и в то же время... Он в просто общем, как национальный герой. он герой, и, скажем так, были там переговоры, там все время, в общем, сложная ситуация была, чтобы находиться на одном месте, что-то обсуждать, решать для такого лица, такого ранга, в общем. И это должен был быть пожилой человек, да, уважаемый. Он, конечно, был уважаемым, но
Не обязательно пожилой, 40 лет. Главное, я же репортаж делала об этом, о Бейбулате, там изучала эту историю. А шейх Мансур, тоже активная борьба, все Был время имамом. на войне, Имамом был. имамом был. Он Первый не мог- имам. Первый имам. А без шейх это чуть-чуть немножко другая история. Не, Бейбулат Таймиев и Сатинаев. Кто-то из них. А может 50 на 50? Зря потратим подсказку. Наконец-то прозвучала вот эта мысль, которую я уже 3 раза Разумная предлагал вам. мысль. Давайте тогда 50 на 50, потому что у нас есть Да. сомнения, да. Все эти личности очень значимы в нашей истории, и, конечно же, Безусловно. мы сомневаемся. Выберите 2 неверных варианта ответов. И у вас остается А и Д. Либо это Берса Шейх, либо это Шейх Мансур. Шейх Мансур. Это окончательный ответ? Да, Инга, вы согласны? Да. Шейх Мансур. Абсолютно верный ответ. Бейбулат Таймиев в 1825 году смог объединить большую часть страны под своей властью и был избран Народным собранием на должность Мехкда. Однако, в отличие от Бейбулата Таймиева, шейх Мансур не носил титул Мехкда. Тем не менее, он является одной из самых выдающихся личностей в истории не только Чеченской республики, но и Северного Кавказа, военным, политическим, религиозным деятелем, проповедником и военачальником. Упомянуть и других значимых деятелей нужно здесь. Берса Шейх, живший ориентировочно с 1561 по 1623 год, был одним из первых проповедников. Значительные трудности выпали на долю Весе Тинаева, когда он был избран главой страны. Ему досталась раздробленная территория, ослабленная внутренними конфликтами и окруженная врагами, которые ожидали удобного момента для нападения. 10-й финальный вопрос звучит так. Сколько согласных фонем насчитывал лингвист Ибрагим Алироев в литературном чеченском языке? 33, 34, 35, 36. 34. 34. Согласных фонем насчитывать. Вообще их 30, но, возможно, Алироев как раз-таки насчитал их больше. Так. Возможно. Но возможно, то и 36, если мы будем вот такими категориями Нет, мыслить. а сколько согласных фонем насчитывал лингвист Ибрагим Алироев в литературном языке? Так, 34. Инга? Нет, 33. Я, честно 33. сказать, 33. 33. Может, мы немножко подождем и дойдем до 35? Нет. Нет? М-м. Как ты думаешь? Ой. Я не читала статью Алироева об этих фонемах, поэтому мне это тяжело судить. Нет, к 30 он, возможно, еще насчитал еще 3 или 4 все-таки. Я сомневаюсь немножко, но точно не 35 и не 36. Пусть будет 34. Вот что-то ведущий Запутал, как-то да? запутал. Я В изначально принципе, мне кажется, склоняюсь это к не нужно. Да. 34. Возможно, Да, вы вообще потому правы. что и 30, и ученый, естественно, он более глубже изучал язык. То есть это литературно. Там, значит, и диалекты, и говоры, и он насчитал их, значит, больше 30. И это, скорее всего, 35. Какой возьмем? 35. Конечно, может быть и 33, и 34, и 35, и все 4 варианта там могут быть, 35, но скорее теперь всего. уже надо будет как-то... Нам тоже этим заняться. 35? 35. А вообще у нас очень богатый язык, столько красивых диалектов, говоров, что, конечно, это, скорее всего, могло быть и 35. 35. Это окончательный Красивая, ответ. ну и цифра Рискнем. красивая такая, Рискнем 35, просто. да. В современном чеченском литературном языке графическое обозначение получили 35 согласных фонем. Об этом пишет в своей книге Ибрагим Алироев. Из них заимствованными из русского языка являются «ф» и «щ». Ф и Ш, конечно же, да. Инга Фаизова, абсолютный победитель. Я вас поздравляю. Небольшой подарки от телекомпании. Спасибо большое. Интересные вопросы. Да. И когда сидишь здесь, у тебя в голове начинается путаница, и ты боишься ответить неправильно,
и вся информация вот такая смешивается. Да, Но, но вместе с тем, да. да, Но это и интересно, это же игра. выплывает правильный ответ, когда ты все-таки перед глазами видишь варианты ответа, может быть, немножко Ну, вот через эта них. подсказка, вот, Да. право на ошибку, вот она мне очень понравилась. Да. Да, надо было. И для нас это на самом деле тоже было полезно немножко поработать мозгами, Да. скажем так, так вспомнить о том, о литературе, вспомнить Вспомнить произведения, свои которые, знания, да, то, что мы проходили когда-то в школе, в институте, и вообще читали. В общем, для нас было это очень полезно, познавательно, интересно. Мы с удовольствием приняли участие в этой вашей передаче. И спасибо, что пригласили. Вам спасибо, что вы приняли приглашение, пришли. Год, что вы победили. Vēlreiz И Hilšana Dēltajā Berķē. Спасибо за Спасибо. подарки.